Глинки здесь звучит в особой атмосфере. Легендарный композитор с большим интересом относился ко всему мистическому. А здание Уфимской музыкальной школы №1 будто запечатлело истории людей, когда-то живших здесь, и теперь рассказывает и даже показывает их своим посетителям. Поднимаясь по этой лестнице на второй этаж, наша преподаватель вот в том проеме увидела полупрозрачный силуэт женщины в старинных одеяниях. Очень по описанию эта женщина напоминала хозяйку этого дома. Подобное зрелище наблюдали многие сотрудники школы, рассказывает заместитель директора Людмила Гимранова. Этот дом был построен во второй половине XIX века и принадлежал Гилярию Штехеру, известному в Уфе владельцу аптечной сети. В каменном особняке он жил с женой Александрой и 5 детьми. И уже тогда здесь звучала музыка. В интеллигентной семье детей с ранних лет обучали игре на фортепиано. В усадьбе Штехеров были конюшни и даже собственный кинотеатр. А в подвале особняка и сейчас можно заглянуть в колодец, которому по меньшей мере 120 лет. История этого колодца, конечно, не настолько впечатляет, как известный фильм ужасов, но и у него своя порция таинственности. Хотя больше века назад все начиналось просто с минеральной воды. Прямо здесь, в подвале здания, в конце XIX века располагался цех по разливу минеральной воды, которую считали целебной. Ее качество даже было удостоено приза на специальном конкурсе в Мадриде. Сейчас в подвале школьный склад. И, как мы видим, колодец сохранился до наших дней. В нем иногда до сих пор появляется вода. Но проверять ее на целебность работники школы, конечно, не рискуют. После революции дом Штехеров отдали под общежитие. Источник с минеральной водой закопали. Что стало с владельцами особняка, точно неизвестно. А в 60-е годы здесь открылась музыкальная школа. И теперь именно в той части здания, где находится колодец, наблюдают загадочные явления. Светящиеся шары. Обычно все эзотерики всякие говорят, что это души. Выходит из двери, и вот он движется медленно, вот это все переливается и спускается вниз по лестнице на первый этаж. Наш сторож ночной, то есть она по камерам видит, что шар, он спускается. Бывает, стулья как бы двигаются, как будто вот на втором этаже кто-то ходит, работает как бы. Ну как, вам не жутковато от таких ощущений? Да нет. Но хозяин должен быть в доме. Из журналистского любопытства мы решаем остаться в школе на ночное дежурство и своими глазами понаблюдать за пустынными коридорами. Поначалу ничего необычного, но потом замечаем, на улице будто начался сильный снегопад. Однако сторож тетя Флида уверенно заявляет, это не снег. Там просто как будто бы снег пошел, я вот понять не могу, неужели правда? Я проверю сейчас. О, боже мой. О, я не знаю, камера не передает, но снега нет. Ни дождя, ни снега, ни ветра нет. Если предположить, что это так летает, пыль или... Вот теперь мне по-настоящему жутковато. Дальше больше. Сторож обращает внимание на черные пятна в концертном зале. Говорит, прежде их на мониторе не было. Первое впечатление, что это дефекты на объективе камеры. Но эксперимент, который мы проводим, пускает мурашки по спине. Вот встаньте, да. Вы, получается, перекрываете это пятно. Оно не на камере, оно 100% на полу. Так, вот мы видим, да, что никакого пятна здесь нет. Нету, да. А камера его фиксирует. Это удивительно просто. При этом на видео сгусток остается на месте даже при включенном свете. И на десерт запись нашей камеры на втором этаже. С интервалом в несколько секунд на ней отчетливо слышны звуки клавиш фортепиано и какой-то стук. Объяснить увиденное в доме Штехера мы просим опытного видеооператора Евгения Кунаева. Ну, если предположить, что сквозняк и достаточно пыльное помещение, то, в принципе, это можно предположить, что это все-таки пыль. Но это на улице. Пыль все равно обычно попадает в экран, она как бы, не в таких больших объемах. Самое интересное начинается вот здесь. И она встает на это пятно. И она встает на это пятно, и она его с собой закрывает.
Тогда я затрудняюсь, скорее всего, ответить. Просто изначально, когда вы показали это видео, я думал, что там бывает такая вещь, когда на матрицу попадает пыль, она как бы там сгорает из-за того, что там большая температура, и появляются такие пятна. Вот после вот этого пятна я уже даже, если честно, не знаю, что дальше думать. Не откроется ли у рояля крышка через несколько секунд и не проглотит эту прекрасную барышню. Звуки старинного инструмента физгармонии звучат и в другом уфимском особняке – мемориальном доме музея Сергея Аксакова. И с этим местом связана история, пожалуй, самого известного привидения башкирской столицы. Мы с вами находимся в черных сенях. Вот это то самое окошечко в кабинет дедушки. В середине 18 века в этом здании жил и работал дед Аксакова по материнской линии, уфимский наместник Николай Зубов. Свои детские годы провел здесь и сам писатель. Через это окно наместник принимал посетителей. Здесь же, в своем кабинете, он и умер. Юный Аксаков панически боялся встретиться с призраком деда. Свои детские впечатления он подробно описывает в книге. Я так боялся этой комнаты, что, проходя мимо нее, всегда зажмуривал глаза. Один раз, идучи по длинным сеням, забывшись, я взглянул в окошко кабинета. Вспомнил рассказ няньки, и мне почудилось, что какой-то старик в белом шлафроке сидит за столом. Я закричал и упал в обморок. Это отрывок из автобиографической повести Сергея Аксакова «Детские годы Багрова внука». В ней он описывает свои личные впечатления от жизни в Уфе, в этом самом доме. Удивительно, не правда ли? Спустя 200 лет мы можем пройти по тому же коридору, заглянуть в ту самую комнату и, быть может, своими глазами увидеть призрака, который так напугал юного Сережу. Интересно, что окно в кабинет вскрылось во время реставрации музея. Долгие годы оно было заложено кирпичом и заштукатурено. Были найдены и другие интересные детали. Сам дом нам рассказал эту историю. Когда мы снимали всю обшивку, то под дранкой вот в коридоре нашли бумаги канцелярии товарища наместника. То есть написанные ятями, написанные старинным слогом. И вот этими бумагами как бы были подклеена эта дранка. Дом построен по характерному для 18 века анфиладному типу, когда дверные проемы расположены на одной линии. Работники музея воссоздали обстановку такой, какой она была при Аксакове. В этих парадных залах, например, принимали гостей, которым маленький Сережа выносил миндальное печенье с малиновым вареньем и декламировал стихи. Чтобы узнать, который час, ночью, не зажигая свечи, подходили, дергали за репетир и слушали. В этом доме даже воздух, словно из другой эпохи, пахнет воском и будто бы церковным ладаном, что, впрочем, неудивительно, ведь свечи раньше жгли постоянно, и их запахом буквально пропитаны деревянные предметы интерьера, которые принадлежали семье Аксакова. Старинный секретер, сделанный мастером Булем, это очень ценная вещь 18 века. Она с инкрустацией, вот эта латунная инкрустация по черепашьему панцирю. Секретер имеет потайные ящички. Вот. Сами сотрудники музея признаются, что в мистику не очень верят, ведь легенды о призраках как знак качества сопровождают почти любое старинное здание. Но все-таки загадочный старик привиделся здесь не только юному писателю. Сторож говорит, что он тоже видел здесь этого старика потлатого, который чуть ли не со 2-го этажа спускался, палкой стучал, и он очень боялся здесь ночевать. Ну, верить этому или нет, я не знаю. Двери для посетителей Уфимский музей Нестерова впервые открыл ровно 100 лет назад. Но не все знают, что сам Нестеров здесь никогда не жил. Это здание, построенное в стиле модерн, принадлежало купцу-лесопромышленнику Лаптеву, который также был владельцем одного из первых автомобилей в Уфе. В годы гражданской войны Лаптев был расстрелян, а его дом отдали под художественный музей. Легенда о духе убитого купца много лет жила в стенах этого здания, рассказывает сотрудник музея Анна Хардина. Говорит, не верила, пока не столкнулась с ним лично. Поворачивается и начинает лаять на пустой угол. Представляете, вот он прям кидается на него. В тяжелые 90-е годы реставратор помимо основной работы оставалась в музее и по ночам в качестве сторожа. На дежурство выходила с собакой, сербернаром по имени Улина. Потом слышу щелк, щелк, щелк. Выключатели щелкнули в том направлении. И такое ощущение, как будто кто-то прошел и вышел на крыльцо, хотя дверь закрыта. Мало того, что на огромный амбарный ключ купеческий еще, но еще и на задвижку. И когда ты один, даже если около тебя сидит большая собака, это немного жутковато.
Странные явления пугали многих сотрудников музея. Сюда даже пригласили священника, который отслужил молебен за упокой души Лаптева. Говорят, с тех пор вот уже 20 лет полтергейст в здании себя больше не проявляет. В музее сейчас хранятся более 15 тысяч произведений. И, конечно, самая первая коллекция картин русских художников, которую Нестеров подарил родному городу, в том числе собственные работы. Одна из них, как здесь говорят, бренд музея, незавершенная версия известного полотна «Видение отроку Варфоломею», над которой Нестеров работал в Уфе, будучи сильно простуженным. Он работал на небольшой лесенке. И во время работы, видимо, температура была, потерял сознание и упал прямо на холст. Он порвал его, сам отреставрировал, но работу продолжать не стал, уже как бы не лежала душа. И этот незаконченный холст он оставил у родителей в Уфе. Дверь на чердак будто временной портал. Прямо из квартиры вдруг попадаешь туда, где хранятся бытовые артефакты стольких поколений, что даже не сосчитать. Люди живут в этом здании уже 250 лет, и это самый старинный жилой дом в Уфе. Это все балки, они со времен Суворова. Суворов в этом доме действительно был. В годы Пугачевского восстания он тайно прибыл в Уфу. Суворов не любил вот этой показухи. Он въехал в кибитки денщика. И когда он въезжал в город, его спросили, а где Суворов? Он говорит, там едет, в карете. И первое, что он сделал, остановился он в доме Демидова, а сам отправился в казармы. Это здание на главной в то время улице Большой Казанской, сейчас она известна как улица Октябрьской революции, построил известный владелец заводов Иван Демидов, вклад которого в экономику страны высоко ценил сам Петр I. Он давал людям работу, он хотел богатства не только себе, но и другим. И вот одному из племянников, а демидовская семья очень большая была, он построил в Уфе вот этот дом, вот с такой лепниной, каменной, на века построенный, как говорил Демидов. И время доказало слова Демидова. Дом пережил многое, но, как в один голос уверяют жители, здесь никогда не было серьезных драм и трагедий, а потому и легенды вполне безобидные. Местные жители искали здесь купеческий клад и потайной подземный ход, который якобы вел прямо к Белой. Кто здесь с самого начала живет, пацаны выросли с детства, они по нему лазили. Попытки найти хоть какую-то монету, старинную монету, успехом не увенчались. Пожалуй, самая красивая мистическая легенда связана еще с одним старинным сооружением в Уфе. Водонапорная башня в районе телецентра была построена в 1901 году на так называемой Семинарской горе и снабжала город водой по деревянным трубам, остатки которых находят до сих пор. Пилили лиственницу, и, видимо, когда она еще была молоденькая, внутри мягкий, и туда запускали буры. Первый настоящий водопровод был здесь. Вообще, на самом деле, легенд с этой башней связано очень много. Самая такая, наверное, известная про девушку, которая около башни как бы видят очевидцы. Считается, что это невеста смотрителя вот этой башни, когда она еще была водонапорной башней до революции, которую якобы здесь съели волки. Я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что это правда, потому что здесь была черта города, хоть и окраина, но все-таки волков, я тут думаю, не было. В советские годы в башне разместили обсерваторию. Для этого сверху надстроили специальный купол. Студенты БГУ наблюдали отсюда за звездами через мощный телескоп. Но уже в 80-е годы башня оказалась заброшена, несколько раз горела, и здесь случались вполне реальные криминальные истории. Например, убийство 2 студенток в 2008 году. А местный житель по имени Федор рассказал нам свою версию появления призрака в белом. Девчонку из-за ревности здесь скинули подружки. Со скалы скинули 5 лет назад. А это не ее призрак видят тут? Это да, ее. Я ее сам видел лично. Она постоянно в склепе стоит и смотрит. Нам также рассказали, что здесь часто погибают животные, а птицы рядом с башней теряют ориентацию. Подобная странная история случилась прямо у нас на глазах. Во время съемок в башню залетел голубь, затем он много раз пытался взлететь, но так и не смог, а затем и вовсе упал в колодец. Достать его оттуда нам не удалось, а когда мы вернулись сюда на следующий день, птица уже была мертва. Сейчас статус башни не определен. Что с ней будет дальше, неизвестно. Но ее по праву можно назвать одной из главных достопримечательностей Уфы. Ведь это старинное таинственное сооружение первым встречает многих гостей башкирской столицы.
призрак с телефоном записывает селфи. Ты его телефончик убрала? Не по погоде, а немножко. Проходи, Наташа. Куда ты пошла? Все, туда.